Marşa doğru. Ve там خذ гулдевер бана дюйцердовец ахава резолюцию даишли. Мы сегодня собрались у здания Генеральной прокуратуры Германии с одной целью, для того, чтобы Генеральная прокуратура Германии объективно расследовала преступления, совершенные против нашего соотечественника Зелимхана Хангишвили. Он был убит 23 августа 2019 года. Это очередное убийство, это очередное преступление России против чеченского народа. Хотя Хангишвили является гражданином Грузии и Чеченской республики Ичкерия, тем не менее он по рождению чеченец. И в течение многих лет идет целенаправленное преступление против чеченского народа. И он, Хангишвили, является одним из 300 тысяч жертв российской агрессии и преступлений. Я сейчас зачитаю резолюцию, которую мы передадим прокуратуре Германии. Вот эта резолюция. 23 августа 2019 года в Берлине совершено вероломное убийство беженца из Грузии и Чеченской республики Ичкерия Зелимхана Хангишвили. Убийца был арестован немецкой полицией по свежим следам. Им оказался агент российских спецслужб, некто Вадим Соколов. По данным издания «Беллингсат», убийца Хангишвили пересек границу Европейского Союза по действующему российскому паспорту, выданному на имя несуществующего лица, что прямо указывает на связи убийцы Соколова с российскими властями. Данное преступление является политически мотивированным и носит террористический характер. От имени граждан Чеченской республики Ичкерия и участников митинга из разных стран мира, состоявшегося 13 ноября 2019 года у здания Генеральной прокуратуры Федеративной Республики Германии, требуем: первое, объявить посла России Сергея Нечаева и других причастных к данному преступлению лиц персонами нон-грата. Второе, обеспечить безопасность чеченских беженцев от российских террористических групп. Третье, прекратить практику депортации граждан Чеченской республики Ичкерия на потенциальное унижение, пытки, смерть в России. Не допустить выдачу преступника Соколова России. Подписали Садамин Ибрагимов, то есть я, президент Международной ассоциации «Мир и права человека», Хусейн Исханов, культурный центр Австрии, Ичкерия, Аслан Арцуев, представитель и руководитель филиала в Германии нашей ассоциации, и также многие другие представители Чеченской республики Ичкерия, которые сегодня находятся здесь. Ахмед Дакудаев в этом направлении проводит очень большую работу. Я представляю его слово.
Здесь и выступающие затронули все наши проблемы, почти. Но я хочу сказать одно и коротко. Не зная историю любого народа, прошедшую жизнь, правдиво, ненадуманную историю, ни один народ другой и представитель другого народа не поймет, что происходит с этим народом. Чеченцы и 400 лет тому назад, и раньше, и по сегодняшний день борются, у них была демократия, и они борются за демократию. Даже и в Европе не было, и в Америке не думали о демократии. У чеченцев была демократия, и если кто хочет узнать, мы ему докажем. И вот за эту демократию по сегодняшний день чеченский народ борется, и столько жертв отдано. Пока один чеченец будет настоящий, будет живой, чеченцы будут бороться за свою свободу. И заканчивая, я хочу сказать, вот истинный сын чеченского народа, Зелимхан Хангашвили, убит в центре Берлина. Это похоже на то, когда наш герой Жохар Дудаев в свое время сказал, когда ООН рассматривался вопрос чеченский, когда бомбили города, уничтожали людей, природу уничтожали. И вот тогда он сказал, когда ООН решила вынести такое решение, и все там были президенты других стран, и там сказали, что чеченский вопрос – это внутреннее дело России. И вот сегодня это его высказывание, вот Жохар сказал, придет время, в то время я слышал своими ушами, мы были знакомы. Он сказал, придет время, что и Европа будет внутреннее дело России. И вот, в центре Берлина убит истинный сын чеченского народа, когда мы никогда его не забудем. И вот это похоже на высказывание Жохара Дудаева. И в Вене, и в Берлине, где угодно, кого угодно убивают. Ну, когда убивают чеченцев, ну, это как будто, понимаете, мы сегодня собрались в прокуратуре Берлина, чтобы вспомнить о этом нашем герое и сказать, просить, и мы надеемся, чтобы они провели объективное расследование. Мы не говорим, чтобы они что-то там чтобы провели объективное расследование и чтобы чеченский народ знал, что случилось. Мы здесь собрались, как мы говорили, против политических убийств, которые в последнее время захлестнули Европу, и не только Европу. Как мы знаем, началась первая такая полоса убийств, началась с Вены. В 2009 году был убит политический беженец Умар Исраилов, потом в Вене. Потом Литвиненко был политический иммигрант в Лондоне, отравлен таким особо опасным веществом полоний, таким очень жестоким способом. Любое такое действие должно приравниваться к теракту, самому настоящему государственному теракту. Конечно, там лондонский суд сумел доказать вину России, но привлечь пока никого не удалось, к сожалению. Но это преступление было из-за того, что специалисты были на очень хорошем уровне, английский, им удалось установить, что именно был полоний, который за очень короткое время расщепляется, и потом невозможно доказать, что это был яд. Но им удалось это сделать. И потом следующее убийство, как мы видим, опять в Лондоне, там вот этих Скрипалей попытались отравить более опасным веществом, новичок.
То есть эти политические убийства происходят, ну, уже, я так думаю, с позволения, потому что от бездействия происходит позволение. С позволения вот европейского сообщества, государств, которые заигрывают с режимом Путина и самим Путиным, заигрывают, давным-давно заигрывают, австрийские власти заигрывают, немецкие и всякие прочие. Последнее убийство, которое произошло в такой яркий солнечный день в центре Берлина, это вообще из ряда вон выходящих убийств. Спланированное политическое убийство специально присланным агентом российских спецслужб, который застрелил человека, идущего по своим делам, прямо на улице, в парке, и попытался уйти от наказания, выкинул эти орудия убийства. Ну, из-за бдительности молодых людей его поймали, естественно, и он сидит где-то тут в немецкой тюрьме. Мы требуем, да, чтобы вот такие политические убийства, как, например, было убийство Зелимхана Яндарбиева в Катаре. Потом российские власти, все знают, там Катар сразу поймал убийц, посадили в тюрьму на пожизненное, там дали им срок. Но потом, после того, как пришел Путин, там поговорил с этим катарским эмиром, кумиром, кто у них там, не знаю. И тот его взял, отпустил под честное слово, что эти агенты будут досиживать в российской тюрьме. А что произошло на самом деле? На самом деле этих убийц в Москве встретили, постелили им красную дорожку и в самолете встречали как очень больших героев. Вот эти недопустимые вещи в наше время, мы живем все-таки не в 18 веке, не в 17 веке, мы называем себя цивилизованными людьми, цивилизованными государствами, говорим о какой-то демократии. Но когда видим вот эти вещи, да, когда убивают людей среди белого дня, но никакой реакции, тем более вот, интересно, что нет реакции после убийства именно чеченцев почему-то. Неужели вот настолько печальный или настолько плох наш имидж, да, что у нас уже как бы никакого сочувствия не вызывает убийство чеченца? Вот это должно быть в первую очередь, да, озадачиться должны мы сами чеченцы, мы должны сами говорить о том, что вот, люди, стоим, эта демонстрация объявлена уже достаточно долго, но мы видим, какое отношение у нас самих к своей проблеме. И поэтому я хочу тоже обратиться к самим чеченцам. Чеченцы, если вы сами не будете защищать свои права, никто не будет нас защищать здесь. Мы никому абсолютно не нужны в этом мире. Каждый народ, каждый немцы, австрийцы, там, любой другой народ, который здесь, ну, где-то в европейском пространстве живет, они все должны каждый защищать себя. Если это государство сформировалось, и люди, которые живут в этом государстве, это государство обязуется охранять всех людей, которые там проживают. Но почему-то вот эта тоже тема к чеченцам не относится, к сожалению. Поэтому надо быть активными, не надо сидеть дома, надо выйти и защищать права. Мы уже досиделись до того, что нас уже как бы выкидывают в Россию, несмотря на то, что было две кровавые войны, да, с русско-чеченская война, вот надо ее так и называть, эту войну русско-чеченская, где 300 тысяч человек было погибшими, разных национальностей, надо сказать, люди, граждан Чеченской республики Ичкерия. Среди них 45 тысяч детей. Вот, и вот после вот этих трагических событий, да, переживших и беженцев, которые вышли из этой зоны войны, сегодня отправляют в Россию, как бы говорят, у вас там нормализовалось все. Наша территория находится под оккупацией. Какая же это нормализация? Сегодня чеченский народ, который живет в Чечне, он живет фактически, ну, прям вот под прессом, как капуста, да, бывают бочки, которые там камнями накладывают, в еще худшем положении. Сегодня полностью, не только в России, я не хочу говорить в Чечне, сегодняшняя Чечня это такой сгусток, да, российской действительности. Все, что происходит в Чеченской республике, все, что там делается, делается с позволения Путина, с позволения российской власти. Они прекрасно знают, что там происходит. Все они там, вот это над чеченским народом, все вот эти эксперименты, которые они делают над чеченским народом, они смотрят, как на это реагирует русский народ, и потом потихоньку переносят саму Россию. Вы знаете, там
сегодня бьют дубинками, вчера нас били, да, сегодня мы слышим очень часто, что пытают током в тюрьмах, да, пытали нас начали, пытали нас током, все молчали, как вы говорили, все молчали, когда нас пытали током, теперь их бьют, да, это вешали, подвешивали, распинали, там чего только в Чечне не было, и делали, кто это делал? Все милиционеры, которые сегодня уехали в Россию и работают во всех там этих органах. Передают опыт. Да, они, да, конечно, огромный опыт. Они его не то что передают, они применяют его теперь, свои вот эти знания, полученные на самих русских. Что нас, с одной стороны, конечно, радует, как бы, да, чтобы человек почувствовал, но с другой стороны, мы не варвары, и мы не хотим даже, чтобы такие прелести и над русскими делали, потому что они тоже люди. Вот надо тоже русским понять, что вот эта проблема, которая на нас всех навалилась, ну, нельзя сидеть и ждать какой-то там Путин. Кто такой Путин, например? Да? Это такой же человек, как и мы. Нельзя давать власти столько в одни руки. Должна быть смена государственного строя, там, не знаю, выборы какие-то, что-то такое, ну, какая-то демократия. В общем, коротко, если говорить, вот примерно такая. Assalamu alaikum, dedik dol. Masera de reis khul khuzmel ve anchuna dal шиидва дол. Сегодня мы собрались по поводу убийства вероломного, подлого, очередного убийства чеченца. На этот раз убийство совершено в Берлине, в центре Берлина, 23 августа 2019 года. Как только что сказал Ахмед Дакудаев, Джохар Дудаев сказал в 1995 году, если сегодня называть преступления, совершаемые Россией, геноцид, совершаемый преступной фашистской России на территории Чеченской Республики, это внутреннее дело России, правда, не проводя никакого юридического основания тому, что мы являемся частью России, то настанет время, что Европа станет внутренним делом России. Сегодня этот день настал. И вот почему мы считаем 23 августа, за 2 дня до 23 августа был съезд G7, где собираются великие, сильные страны. И Дональд Трамп сказал, что хотел бы вернуть Россию в G7. На это Ангела Меркель, канцлер Германии, возразила и сказала, что нет, Путин не будет возвращен в G7, и она отказала в этом. Также Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, сказал также. Через 2 дня был убит Зелимхан Хангашвили. Мы нисколько не сомневаемся, что это преступление носит политически мотивированный характер, политически мотивированно носит террористический характер. Россия, путинская Россия, Федеральная служба безопасности России является террористической организацией, которая проводит во всем мире террористические акты, убивает людей, в том числе и чеченцев. Но по отношению к чеченцам справедливость, объективность работает меньше всего. И хотелось бы привести еще одну цитату раввина, который проживал во время нацистской Германии, во время правления Гитлера в Германии. Этот раввин выступил в 1963 году на митинге, организованном, посвященному антирасизму Мартином Лютером Кингом. Этот раввин сказал, что вот я жил во время оккупации, я видел, какая была несправедливость, и он сказал, что самое трудное, самое сложное было не то, что фанатизм, радикализм, несправедливость. Самое трудное в этом, то, что они пережили, евреи, от того периода, это было молчание. Сегодня мы видим молчание. Да, говорят журналисты, да, говорят немцы, граждане Германии говорят об этом, активисты, правозащитники говорят.
И это правда. Но не говорят политики. Не говорят и молчат. Я понимаю, что с Россией есть большие интересы, финансовые, экономические. И с России поступают огромные финансовые средства, в том числе экономику Германии. Эти деньги, средства, которые добываются, переводятся сюда, в европейские страны, добываются незаконным, преступным путем, по большей части. И мы все это знаем прекрасно, потому что мы находимся в информационном поле России, мы знаем, как работает система в России. Здесь получают виды на жительство российские преступники, которые соучастники геноцида над чеченским народом, военных преступлений, такие как Альфред Кох, например, есть, например, мэр Москвы Юрий Лужков, который давно уже перебрался и живет где-то там в Швейцарии или еще где-то, который также был пособником и соучастником того преступления, которое совершалось против чеченского народа. В связи с этим преступлением, что это не просто голословные утверждения каких-то там разозлившихся чеченцев, которых никто не хочет слушать, и как бы, ну, убили и убили. Ничего особенного не произошло. Так вот, мы в 2018 году, 23 февраля, Саид Амин Ибрагимов 6 лет работал над этим документом, и другие люди работали, подготовили иск, и было подано Саид Амином Ибрагимовым заявление в Международный уголовный суд в Гааге за военные преступления, преступления против человечности, акт агрессии, геноцид, самые тяжкие статьи в международном уголовном праве на военное и политическое руководство России. Сегодня настало время, когда Европа стала внутренним делом России. Сегодня проводятся террористические акты с целью запугать канцлера Германии. Проводятся террористические акты на территории Великобритании. И они будут продолжаться, к большому сожалению. И мы, чеченцы, станем первыми жертвами, потому что когда нас убивают, все остальные молчат и делают вид, что ничего не происходит. Но мы будем продолжать говорить. И никто нас не сможет остановить, кроме киллеров, которые они пришлют. А после того, как не станет того, кто говорит, следующие будут продолжать это говорить. И никто не может отнять право. Право — это не то, что нам кто-то дает. Право — это то, что у нас никто не может забрать. Мы сегодня собрались вспомнить нашего брата Зелимхана Хангашвили, защитника Чеченской Республики Ичкерия, гражданина Грузии, человека, любящего отца, любящего супруга, любящего брата, сына, который вероломно, подло, по-русски, по-фашистски, по-террористически, подло убит Российской империи, фашистской Российской империи. И мы призываем не молчать, мы призываем Генеральную прокуратуру взять это дело на свое рассмотрение, так как это подпадает полностью под квалификацию именно дел, которым должна заниматься Генеральная прокуратура. Это политически мотивированное преступление. У Зелимхана Хангашвили не было никаких врагов, кроме Российской империи. Как гражданин Грузии он защищал Грузию, и он как гражданин Чеченской Республики Ичкерия защищал свою страну Ичкерию. И у него была только Российская империя враг. И этот враг его убил. И мы призываем всех людей доброй воли поддержать нас и наконец-то четко и ясно заявить: Россия является, сегодняшняя Россия, путинская Россия, является фашистской террористической страной. И об этом, пока вы не скажете, вы все являетесь молчаливыми соучастниками этого преступления. Спасибо за внимание. Просто попасть в палачи. Промолчи. Совершенно верно. Я хочу передать слово племяннику Зелимхана Хангишвили. Он сейчас представится сам. Да, меня зовут Мансур. Зелимхан Хангашвили был моим дядей по материнской линии. Да, мой дядя Зелимхан Хангашвили был человеком с большой буквой.
и значил для нас очень многое. Он был опорой и поддержкой для многих. И его потеря неописуема для всех нас. И все, чего мы требуем, это справедливости, чтобы виновников наказали и по всей строгости закона. И чтобы не допустили отправку этого киллера, так называемого, в Россию, где он с большой вероятностью избежит наказания и будет свободно гулять дальше. Красная дорожка тоже. Да. Как Маркал, deel Maastricht, waar gewoon Maastricht, het zender bij Zeeland, Wienschensen, het Rask Dabe, de Schtie Kost, de Sebegita, die gedaan, het gelieerd, Schätzung waren schnell stoer, daar we daar toe boven. Zeeland, ik daar was het Pablo Duivels in de. Я замолчал, я не готов. Когда они пришли за мной, то некому было меня уже защитить. Так вот, когда они начали чеченскую войну и убили 300 тысяч. Концерны продают в Россию, продолжают, несмотря на санкции, что-то продавать. Да, ничего личного, что называется, только экономика и только деньги. Люди, встаньте, подумайте. Вот стоит полиция немецкая, сейчас я переведу свои слова. Ребята, у вас танки будут скоро у Бранденбургских ворот, путинские, если все будут продолжать молчать. Спасибо. Пожалуйста, сами Сейчас я переведите. постараюсь. Танской сестре Фатиме. Она приехала с Исландии со своей проблемой. 5000 километров. 5000 километров расстоянием. Я хочу, чтобы она сама рассказала, с какой проблемой она приехала сюда. И хочу отметить одно. Нас разделяет дагестанцев, чеченцев, ингушей, кабардинцев, осетин и так далее, разделяют именно по национальным признакам. Мы должны помнить, что у нас одни и те же проблемы, что если мы будем разделяться и противоборствовать друг другу, тогда легче с нами, со всеми будет разделаться вот таким преступником, как путинская власть. Фатима, прошу. Ассаламу алейкум, уважаемые присутствующие. Ближе, погромче. Ближе. Я присутствовала на конференции. Саид Амин Ибрагимов пригласил меня, сказал, что состоится 11-12 ноября русскоязычные за европейские ценности. Я пришла, думала услышать мою проблему, мою боль, где-то смогу помочь своему сыну, который является узником путинского режима. Но увидев, как это называется, то, что нам выдавали эти 2 листочка, увидев программку, на которой не было вообще, не было отведено место никому из Кавказа, ни чеченцам, ни дагестанцам. То есть нам не было никакого времени отведено. Сначала вот начнем с этого. Я увидела эту программку, конечно, я очень сильно понервничала. Думаю, как же я смогу сказать. Но потом уже нам разрешили задавать вопросы, и я сумела как-то озвучить свою проблему. То, что был мой сын похищен, то, что моего сына пытали до следствия, чтобы он признался в том, что он не совершал. Во время суда он, конечно, отказался. У нас были очень хорошие свидетели, российские журналисты из центральной газеты, журнала «Русский стиль», Марина Ахмедова и Алексей Пивоваров. Они его и нашли. Но, тем не менее, говорят суд. Ну, это не суд, это просто антисуд. Невозможно ничего нигде доказать. И во время моих поисков сына я всех записывала, всех сотрудников, и многие сотрудники сами признавались, что это указание сверху. Есть фильм, который я со своим сыном, мы сами это сделали, фильм создали, и в Ютубе ФСБ клонирует террористов и экстремистов. На самом деле в кабинетах ФСБ
начинаются террористы. А потом уже я разговариваю с братьями, чеченцами, вот с той женщиной, которой я остановилась в Рубате. Когда они мне стали рассказывать свои истории, что с ними действительно происходило и произошло, мне сейчас стыдно. Мне даже стыдно за то мое поведение вчерашнее и позавчерашнее, потому что я не делала сабур, и я не знала, я думала, что самая несчастная я и мой сын, но когда уже ты реально слышишь, Саид Амин рассказывал, что сделали с его сыном, с внуками вот недавно, который был случай, и вот с этими женщинами, что происходило. Это просто не солдаты, это какие-то, я не знаю, где их воспитывали, в каких армиях этому обучают, так пытать и издеваться над людьми в 21 веке. О каких ценностях, о каких-то других вопросах можно говорить с этой властью. Я не представляю возможным диалог с этой властью. Но да, чеченцы самая пострадавшая нация на Северном Кавказе. Они страдали еще в 40-х годах, когда были депортации в феврале месяце, в самый холод. И вот сейчас, в 90-е годы, и особенно с приходом Путина. Но Путин, как говорится, он ведет войны всех видов, всех мастей. Не просто вот кассетные бомбы, как на Чечню. Вот, допустим, в Чечне они не стеснялись, не боялись, потому что мировое сообщество молчало. Когда их мирные граждане, центр, социальные объекты, в каких социальных объектах могут быть террористы? Ну как это можно было допустить, если они говорят за европейские ценности? Я думаю, что этих ценностей они давно уже потеряли. Когда они допустили эту войну, они уже потеряли эти свои ценности. Вот. А войну Путин ведет, как я сказала, разного калибра. Война и сейчас идет. Просто сейчас она идет вялотекущая, адресная и точечная. В Дагестане, в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Чечне. Адресно приходят домой в 5-6 часов утра, бронетранспортеры, маски-шоу, обмундирование, сзади надпись ФСБ, чтобы забрать спящего вот такого сосунка 17, 18, 20-летнего молодого парня. Они задействуют целую бригаду за наши с вами деньги, за наши с вами налоги. Ну как это можно вообще понять и принять и с этим жить? Кто пошел в мечеть в пятницу? 7, 8, 12 молодых ребят каждую неделю не возвращаются домой. Они оказываются террористами. Ну как? Их не показывают неделю, 2-3 дня, потом уже замаскированными синяками. После таких пыток, конечно, любой человек не может это выдержать, пытки. И они подписываются, да, мы совершили то, что не совершали. Это все целенаправленно, как один полковник ФСБ Дагестана Убайдатов, лично он сказал, что это указание с Кремля, что даже если Колокольцев, цитирую, позвонит сюда мне отпустить, он не может. То есть Колокольцев там не при делах. Вот такая фигура. То есть это выше Колокольцева, мы знаем только Путина. То есть это бандитский режим. И пока Путин у власти и его банда у власти, ничего хорошего не произойдет ни с кем, ни с европейцами, ни с россиянами, ни с кавказцами. Это надо понять и принять. Надо бороться всем. Что привело, когда Сталин заключил договор с Гитлером? Чем это обернулось? К сожалению, история ничему не учит. И поэтому... В первую очередь я призываю, если есть действительно, если кто-то из европейцев услышит, надо, чтобы европейцы, хватит, как говорится, продавать себя так дешево, продавать свой народ так дешево. Нас уже отдали на откуп Путину. Да. А теперь уже осталась очередь за европейцами. Так что подумайте. Спасибо. Спасибо.
Sie können gerne mitkommen. Ja? Aber das müssen Sie mal hier lassen. Kommen Sie mal mit. Weil er gesagt hat, wir mögen die Wein. Er hat den Übersetzer mit Wein. Weil das Problem ist, da drin muss man durchsucht werden. Das ist halt ein Gericht. Das ist das Problem mit dem. Da kann man nicht so einfach reden. Das ist schwer. Aber wir können, wenn er gleich rauskommt, wieder, dann können wir ihn noch machen. Gibt es keinen. Nee, hier im Park gibt es tatsächlich keine. Weil doch auch Winterbetrieb geht. Und hier ist auch nichts öffentlich, hier gibt es kein Café, nichts. Sehr kleine Park. Тана генеральная прокуратура Германии Аваду Танвей подать на резолюцию от резолюции Авы Эллага Нисулили преступление наш Чубахкар Гаск Дабел Иштег Эрцелецтер Идия Хардух Вайчай Нисуан Судьи Бог платит. Так, ин чудах чухила что. Чудо, официально выиграл резолюцию. Там генеральный прокурор Кера Херду, чем дал дошло. Дошло, момент штамп хватина, шейки газина. Эрдукик. Ты габерт. There is bitter dust. Is on dinner, çuval ve yol dast.